Послушай мой голос сегодня, дорогое дитя. Я подарю тебе счастье и осуществлю желание твоего сердца. Прими мою сердечную любовь, мои страдания и все вокруг. Пусть мое присутствие наполнит каждый уголок твоей жизни, пусть моя душа зажжет к тебе огонь вечной любви. Я понимаю твою боль, тяжесть испытаний, из-за которых исчезает счастье. Но вы близки к божественной трансформации. Дни боли и смятения остались позади. Прогресс – ваш проводник. Ваша вера остается сильной, даже когда мир испытывает вас. Вас ждут лучшие дни, счастье вернется, и я обновлю ваши силы и потенциал на всеобщее обозрение. Пусть моя мудрость проведет тебя через испытания, одиночество и отчаяние. Помощь близка и возвращает молодость после печали. Ваша вера и любовь укрепят вас и дадут вам силы выстоять. Сегодня я посылаю такие благословения, как освежающая, целебная и омолаживающая вода. Мое обещание верно, я услышу ваши молитвы, исполню все ваши потребности и приведу вас к успеху, не причиняя вам вреда. Я очень волнуюсь за тебя, постарайся поправиться и двигаться дальше. Доверьтесь моей бесконечной силе, ибо моя любовь постоянна и непоколебима. Отнеситесь к этому серьезно, найдите покой внутри себя. Поддерживаю и помогаю во всем. Когда вы доверитесь мне, вы получите благословение, более ценное, чем любое сокровище. Всегда знай, я люблю тебя и клянусь защищать тебя. Библия открывает мою вечную любовь, неизменное обещание. Те, кто лежит у постели Верховного Короля, находят убежище в тени Бога. Ты под моей опекой каждый день, в безопасности даже в жизненные бури. Верьте моим словам, оставайтесь верными моему обещанию и будьте сильны в моей любви. Доверьтесь мне глубоко, потому что я дам больше. Ваша жизнь и жизнь вашей семьи в моих руках. Не бойся, ибо я с тобой. Я понимаю твою боль, у меня есть божественные планы для вас и ваших близких. Будьте сильными, ибо ваша истина известна. Через короткое время вы получите чудесную награду, изобилие, счастье, энергия и здоровье наполнят ваш дом. Доверяйте моим обещаниям, потому что я верен, чтобы сдержать их. Мои учения наполняют вашу душу моим Святым Духом. Я источник вашей энергии и благословений, ответ на ваши молитвы. Выразите свою веру, потому что потерянное вернется. Я Бог, который создает вас, восстанавливает и обновляет вас. В минуты отчаяния, когда надежды уже нет, помни, я очень тебя люблю. Ваше будущее в моих руках. Я превратил вызов в возможность. Скажите: Бог – моя сила, и попросите моей любви и благословений. Услышьте мое присутствие, я готов оказать вам услугу. Я изменю ожидания других, которые причиняют вам боль, и использую их, чтобы воодушевить вас и сделать вас успешными. Вы должны быть смелыми, мечтать о многом, осмелиться совершать великие дела. Знаешь, держать меня за руку принесет тебе большую пользу. Если ты веришь, что я с тобой, то начни думать, как я, ведь моя сила безгранична, нет препятствий, и никакой враг не сможет тебя остановить. Не думай об этом. Не оставляйте места в своем сердце разочарованию или неудаче. Возможно, вы позволяете плохим людям влиять на вас, уносить и покидать вас, как корабль, брошенный волнами и ветром. Некоторые люди могут подумать, что ваше решение пришло случайно,
но удачи не бывает. Я с тобой в каждой победе. Я отправляю вам это сообщение, чтобы попросить вас не волноваться. Не позволяйте страху встать на пути к вашей мечте. Вы можете мечтать о многом и быть уверенными в своих силах, потому что я здесь, чтобы помочь вам добиться успеха. Найдите время подумать. Вы проявили уверенность в своей жизни. Помни, когда все казалось трудным, но ты преодолел это, потому что верил в меня. Поскольку ты позволяешь мне жить своей жизнью, ты не сможешь победить. Так что расслабься и доверься мне. Я понимаю, что иногда сложно сохранять спокойствие и сохранять веру, особенно когда дела идут не так и у тебя много проблем. Но в эти трудные времена слушайте меня и игнорируйте негативные голоса. Не слушайте страх и не чувствуйте себя неискренними. Верьте тому, что я обещаю. Ты любишь меня так сильно, что у меня есть замечательные планы на тебя еще до твоего рождения. Я не брошу тебя. Я всегда забочусь о тебе и сосредотачиваюсь на каждой части твоей жизни. Я всегда с тобой. Напишите «Бог со мной». Не позволяй печали прийти к тебе. Наполните свое сердце радостью и верьте, потому что успех гарантирован, и то, что я запланировал для вас, более удивительно, чем вы можете себе представить. Я вас очень люблю. Давай, не теряй мужества, я твой Отец Небесный, твой Бог, твой защитник. Я тебя хорошо знаю и понимаю твою проблему. Я знаю, ты можешь чувствовать себя неудачницей или неудачницей, но ты также знаешь, как сильно я тебя люблю. Если вы любите Аллаха, подпишитесь на этот канал. Вы просто не можете. Вы должны стоять с высоко поднятой головой. Ты много раз подвергался испытаниям, но я решил, что твоя вера и сила не оставят тебя. Я хочу проснуться. Я изменю твою жизнь и то, кто ты есть, но ты должен принять это изменение. Не сравнивайте себя с другими. Я сделал тебя особенным, сильным, храбрым, мудрым и умным. Я дам вам мощные инструменты для преодоления препятствий, создания новых путей и преодоления всего, что пытается вас остановить. Пожалуйста, примите то, что я говорю сегодня. Вы вступаете в новую эру удивительных благословений. Не позволяйте эмоциям одолеть вас. Вам не нужно бороться со страхом или принимать решения, основываясь на том, что говорят другие, из чувства вины или сожаления. У меня всегда есть хороший план для тебя. Враги пытаются уничтожить ваш интерес к жизни и видеть счастливой вашу семью. Поэтому я призываю вас каждый день выбирать счастье и доверять мне. Я наполняю тебя своим Святым Духом. Вы будете зависеть от помощи других. Сохраняйте свою веру и регулярно молитесь, чтобы оставаться стойкими в Божьей воле и избегать лжеучений. Применение того, что я узнал, поможет вам не сбиться с пути. Держите свое обещание и будьте терпеливы. С моей помощью вы преодолеете все трудности, с которыми столкнетесь. Не бойтесь и не отчаивайтесь, ибо я не оставлю вас одного в пути. Теперь поделитесь со мной своими самыми сокровенными потребностями, и я обеспечу то, что необходимо. Идите по жизни свободно и легко, потому что я здесь, чтобы нести ваше бремя, каким бы тяжелым оно ни было. Я здесь, чтобы упростить их и воодушевить вас. Не забывай, что надежда во мне дает мне утешение и силу в жизненных бурях. Я Бог обещаний, любви и чудес. Нет предела моей доброте
и нет предела моей любви к тебе. Так что сохраняйте веру, будьте терпеливы и верьте в меня. Очень скоро вы обнаружите, что ваши тревоги исчезнут, и на смену им придет мир и покой, которые могу дать только я. Ты мой драгоценный ребенок, и я всегда буду заботиться о тебе. Я люблю тебя, моя дорогая. Я люблю тебя вечной любовью, чистой и истинной. Я понимаю, как ты устал от моих постоянных плохих новостей. Вы занимаетесь различными семейными, финансовыми и духовными вопросами. Есть решение всех ваших проблем. У меня есть сила избавить тебя от тяжелого бремени и боли. Верите ли вы, что ваши нынешние проблемы возникают из-за ваших ошибок и неудач, которые отделяют вас от меня? Но этого не произошло. Я знаю твое сердце, и ты никогда не сделаешь ничего, что заставило бы меня покинуть тебя. Я понимаю вашу просьбу. Я понимаю ваше беспокойство и моменты, когда вы боитесь неожиданностей. Я знаю твою жизнь, как сильно ты страдаешь и как много плачешь. Но в то время я всегда был рядом с тобой. Я здесь, чтобы предложить поддержку и утешение, даже если вы не чувствуете моего присутствия или игнорируете мои указания. Я буду честен с вами. Я никогда не оставлял тебя. Очень мило, не волнуйтесь сейчас. Я с тобой и никогда тебя не оставлю. Я всегда показываю настоящую любовь через свои слова и через людей, которых я посылаю в вашу жизнь, чтобы донести мое послание. Не спрашивай, что я обещал сегодня. Поверь, что я всегда буду с тобой, и что моя любовь к тебе будет намного больше, чем то, что ты видишь. А возлюбленные, помните, что я ваш Создатель. Я был с тобой в течение долгого времени. Я знаю твои мечты, желания и надежды. Я не буду судить тебя по твоему прошлому. Я хочу залечить все твои раны и использовать твою жизнь для своих целей. Ты для меня благословение и процветание. Пусть ваши мечты и желания сбудутся, это моя вечная цель. Так что не останавливайся сейчас. Не думай, что меня нет с тобой, даже если ты меня не видишь и не слышишь. Я всегда готов помочь и благословить вас в осуществлении ваших мечтаний. Но для этого вам придется убрать из своего разума негативные мысли, убрать сомнения и избегать ошибок, так как это только порождает тревогу и страх. Не позволяйте голосу врага доминировать в вашей жизни. Не позволяйте негативным комментариям ранить вас. Отнесите все свои проблемы к алтарю. Поднимите свой дух и призовите меня к молитве. Доверьте мне все свои тревоги и страхи. Поверьте мне. Я проживу твою жизнь по-новому. Твоя судьба — успех, а не неудача, потому что во мне ты находишь истинную цель своего существования. Дорогие друзья, нам нужна ваша помощь христианскому сообществу. Можете ли вы принести великое благодарственное приношение во имя Иисуса? Даже $25 могут иметь большое значение. Ваша поддержка очень много значит и помогает нам идти вперед. Мы много распространяем Божье послание, и Бог благословит вас любовью и счастьем. Быть посему. Помните, что я Бог и Отец, который уважает послушание и веру своих детей. Я не хочу, чтобы ты забыл то, что я приготовил для тебя, но пойми, что я призвал тебя к благословениям, и какие бы благословения я ни получил на небесах, ты получишь их в изобилии. Какие бы мечты вы ни попросили у меня, я их исполню. Нет проблем или трудностей,
которые могли бы помешать вам наслаждаться жизнью, потому что у всего есть цель. Все не так. Все, что вы получаете, необходимое для укрепления вашей веры, это золото. Итак, моя дорогая, сейчас самое время взглянуть в лицо своим страхам. Найдите время, чтобы решить все свои проблемы. Молчи, закрой глаза и подойди ко мне. Потому что я готов выслушать и ответить на все ваши потребности. Помни, я всегда с тобой. Не падайте духом, не забывайте, я ваш Бог, который укрепляет вас, и я всегда храню вас по правую руку справедливости. Примите этот дар с благодарным сердцем и позвольте божественности руководить каждым вашим шагом сегодня. Пусть мой мир и любовь всегда будут с тобой, мой сын. Отпразднуйте этот прекрасный день, наполненный любовью, радостью, сюрпризами и особыми благословениями. Сегодня я благословляю тебя и освобождаю от всех препятствий, молодости в финансовых делах и успехов во всех сферах, мой дорогой сын. В связи с этим я с гордостью говорю вам об обещаниях, которые принесут великую силу. Обратите внимание, потому что я хочу вложить эти слова в ваше сердце. Я твой небесный Отец, всемогущий Бог, который всегда заботится о тебе. Из-за моей глубокой любви к тебе я решил поговорить с тобой и объяснить свои жизненные планы. Каждый раз, когда вы преклоняете колени, чтобы помолиться, не забудьте сказать 3 вещи: «Спасибо, спасибо» и прежде всего «Спасибо за вечную любовь и благодать, которые я вам дал». Вы счастливый человек, избранный и любимый вечной божественной любовью. Своей заботой я защищаю тебя, твою семью и все, что тебе принадлежит. Я ценю и благословляю всю вашу работу. Будь храбрым и живи в тени моей любви. Будьте под защитой божественного щита и священного масла, которые исцелят, обновят, укрепят и оживят ваши забытые мечты и обновят ваше утомленное сердце. Вы не должны ходить в одиночку или продолжать вредное и разрушительное поведение. Иногда ты чувствуешь себя одиноким, но ты скучаешь по мне. Я люблю тебя и скажу это еще раз: свяжитесь со мной сейчас и откройте для себя новую жизнь, полную мечтаний и надежд. Когда я с тобой, тебе больше ничего не нужно. Каждое благословение, которое вы получаете, исходит от престола небесного. Они являются источником счастья и изобилия в вашей жизни. Так что в плохие дни или когда дела идут плохо, выбор по-прежнему за вами. Вам не обязательно быть одному или грустить. Все, что вам нужно сделать, это поднять руки к небу и поблагодарить за радость и мир, которые я вам приношу. Твое счастье со мной. Сделайте решительный шаг веры и улыбнитесь, даже если вы не можете найти повод для счастья. Будьте сильными и сражайтесь в этой битве веры, даже если все потеряно. Продолжайте бороться за свою жизнь и семью даже в трудных обстоятельствах. Во что вы верите? Вы слушаете всемогущего Бога, вашего Небесного Отца, который любит вас больше всего на свете. Я помогу тебе в трудную минуту и не дам тебе утонуть. Я просто не говорю чепухи и не обещаю того, чего нет на самом деле. Помните, что мое слово живо и всегда выполняет свою цель. Если я назову вас победителем, поверьте этому и двигайтесь вперед, говоря слова веры вместо негативных слов, которые порождают еще больше страха и слабости. Однако прослушивание сообщения придаст вам смелости и уверенности. Даже если вас окружают различные опасности, они не дадут вам особой силы.
Даже если вы получите тревожные новости от врача, вы проснитесь с уверенностью, потому что верите, что я – высшая сила, и все, что вы сделаете, будет благословлено. Поэтому я поручаю вам носить эту мантию любви с любовью и силой, которая наполняет вас покоем, уравновешивает ваше настроение и преображает ваши мысли. Эта любовь – глубочайшие переживания для вас вчера, сегодня и вовеки. Я хочу видеть улыбку на твоем лице и слышать твои добрые слова с искренним счастьем. Скажи мне, ты благодарен за любовь, которую я тебе дал. Сражайся сейчас. Я пришел помириться с тобой. Я здесь, чтобы исправить тебя. Я позабочусь о твоем сердце и разуме. Я буду заботиться о тебе и защищать тебя с большой любовью. Я целую тебя с любовью. Слова, которые вы услышите, помогут вам справиться с горем. Я люблю тебя, и ты мой ребенок, независимо от того, седые твои волосы или смуглая кожа. Верь и найди безопасность в моих объятиях. Не нужно бояться. Ты мне нравишься. Мой Святой Дух наполняет его любовью и милосердием. Ваша точка зрения изменится, ваши эмоции станут новыми, ваше мышление, речь и убеждения полностью изменятся. Я слышал, как ты плачешь. Я вижу, что твое сердце наполнено отчаянием. Ты чувствуешь себя в опасности, поэтому я немедленно пришел защитить тебя. В темноте происходят странные вещи, и неблагодарные люди могут попытаться переложить свои проблемы на других. Я смотрел на них и думал, как по своему невежеству они посмели повредить моей речи, использовать созданную мной руку, чтобы уничтожить вас. Они были так далеко от меня, что я не мог понять, с кем они разговаривают. Они не понимают, что кто-то тебя защищает, и как бы они ни старались, они не видят дела против тебя. Я заблокирую тех, кто попытается сломить тебя. Я отверг тех, кто пытался тебя унизить. Я раскрываю злые силы, которые собираются во тьме и держат вас слабыми. Но их видение было настолько темным, что они не понимали, с чем столкнулись. И все же здесь ты в безопасности. Никто не может причинить вам вред. В этом мире всегда будут испытания, и зло, и мор, и слухи о войне, и люди, которые ненавидят меня и ходят во тьме. Но те, кто смиренен и верит, как ты. Во всем не деньгами или властью, а моим Святым Духом, источником божественной энергии, которая освещает вашу жизнь, очищает вашу душу и укрепляет вашу веру. Проведите день, отдохните. Моя сильная рука будет вести тебя и защищать от всех скрытых опасностей на твоем пути. Вы не будете прокляты. Если вы верите в Бога, напишите «Аминь» и поделитесь этим удивительным видео с 10 людьми, которые верят в Божьи благословения и чудеса. Произнесите эти слова вслух, поверьте им в своем сердце. Сила крови Иисуса покрывает меня. Ничто не может причинить мне вреда. Дорогое дитя, возьми меня за руку и позволь мне вести тебя по новому пути, полному благословений и чудес, радости и счастья. Вы упорно боролись, и теперь пришло время отдохнуть. Ты знаешь, я всегда с тобой, тихо работаю за кулисами. Я видел ваше трудолюбие и преданность делу. Что бы ни говорили другие, знай, что ты всегда найдешь во мне утешение. Конечно, я слушал каждый раз, когда ты мне звонил. Я знаю моменты твоей печали и счастья, и твоя преданность никогда не покидает меня. Моя любовь к тебе настолько глубока, что я всегда готов выслушать тебя и указать правильный путь.
Ты можешь рассчитывать на меня, я всегда буду с тобой и помогу преодолеть препятствия. Помните, что все мои обещания верны, так что не волнуйтесь. Вы не одиноки в этом путешествии. Доверься мне и помни, что я вложу в твою жизнь людей, которые будут любить тебя и заботиться о тебе. С их помощью ты преодолеешь все трудности, доченька. Не бойся, что я забочусь о тебе, даже когда все против тебя. Я всегда работаю для тебя. Вы можете быть уверены, что все мои планы состоят в том, чтобы благословить вас во всех сферах вашей жизни. Вперед, сын мой, дочь моя! Убедитесь, что у вас есть специальные вещи. Я всегда держу свои обещания. Приготовьтесь получить мои благословения. Когда вы находитесь в состоянии сильного стресса, легко беспокоиться о своих чувствах. Слишком быстрое движение иногда приводит к большим ошибкам. Если вы хотите, чтобы сегодня все произошло быстро и безопасно, лучшее, что вы можете сделать, это расслабиться, провести время со мной. Когда я возложу на вас руки, я утешу вас и наполню покоем, которого нет больше нигде в мире. Вы терпеливы, спокойны, уверены в себе и смелы. Ваш оппонент не сможет увидеть, напуганы ли вы или впечатлены. Святой Дух внутри вас, ваше спасение и освобождение. Вы можете достичь многого, если позволите своему сердцу открыться мне. Держись подальше от зла, поставь меня на первое место, позволь мне занять твое место. Я дам тебе силы преодолеть препятствия и преодолеть все. Ваша застенчивость ушла, и рождается новое смелое сердце, победоносное сердце, полное твердой и непоколебимой веры. Ваш успех в преодолении трудностей начинается сегодня, но ваш успех был достигнут уже давно. Спрашивайте уверенно и смело. Держите мои слова, держите мои обещания в своем сердце. Сосредоточьтесь на том, чего вы хотите достичь, используйте свои навыки вместе со своей страстью и сосредоточьтесь на конечной цели. Вы делаете это не из корыстных побуждений или для того, чтобы произвести впечатление на других, борьба за духовный успех. Ваш гнев – это нормально, это невоображаемый бой вроде боя с тенью. Ваша борьба реальна. Ваша инициатива правильная. Так что запомните это сообщение. Пока другие бегают кругами и попадают в ловушки, вы идете прямо в эпицентр бури. Ты стоял там с мечом в одной руке и флагом в другой. Вы здесь, чтобы победить, и буря закончится. Вы водружаете флаг на завоеванной земле и двигаетесь вперед. У меня есть причина для того, что я делаю, и когда я бесстрашно отправляю вас навстречу вызовам, это потому, что я поддерживаю вас и хочу защитить вас от вреда и потерь. Вы не сильны в одиночку. Ты преодолел множество испытаний, и я твой защитник и крепость. Я отвечу, когда ты мне позвонишь. Я пришел, когда ты был слаб. Я спас тебя, когда ты тонул. С вами все в порядке, ваши текущие проблемы уйдут, а тем, кто над вами смеялся, станет неловко. Никто не может помешать мне благословить тебя. Я защищаю тебя своей святой защитой. Я позабочусь о тебе. Сегодня я повторяю свое обещание осветить вашу жизнь, чтобы вы могли благословлять других, свободно выражать свою любовь и истину, помогать нуждающимся, делать добро страждущим. Сегодня я заявляю, что ваш дом будет местом мира, ваша семья будет крепкой, а любовь свяжет вас вместе. Сделайте глубокий вдох и не торопитесь.
Не ищите быстрого решения, которое выведет вас из моего присутствия. Продолжайте молиться и посещать мои учения, чтобы не сбиться с пути. Не беспокойтесь слишком сильно о физическом. Помните, что вещи этого мира временны, но то, что я даю, вечна истина. Но примите мое обещание, все будет хорошо со временем. На протяжении всей жизни вы будете сталкиваться с различными испытаниями, трудностями и неопределенностью. Всегда будут проблемы, которые ослабят вашу веру. Но помните, что я всегда с вами, направляю вас и воодушевляю. Не теряйте мужества, живите с верой и терпением. Эти функции гарантируют, что ваши молитвы будут услышаны в подходящее время. Помните, что вера дает вам силы двигаться вперед и гарантировать, что вы получите мои благословения. Поверь мне в беде. Поверьте мне, приятно беспокоиться о деньгах или здоровье. Здесь мое решение стало окончательным. Преподавание станет источником обучения и лучом надежды в темные времена. Помните, что я могу творить чудеса в вашей жизни. Моя любовь и доброта безграничны. Итак, моя принцесса, сегодня я благословляю тебя исцелением, а также дарю тебе возможность быть со своей семьей и близкими. Эта вера вселяет во меня надежду и дает мне силы уйти от мирских вещей. Приближаются хорошие времена, настолько хорошие, что вы забудете свои прошлые печали. Обиды вашего прошлого больше не будут вас сдерживать. Избавившись от отчаяния, вы никогда не впадете в глубокую депрессию и никогда не позволите своим эмоциям летать, как крылья на ветру. Я пообещал, что добьюсь успеха в будущем, и сдержал свое обещание. Крепко держитесь моего слова, чтобы обновить свою веру и укрепить свою решимость. Не бойтесь мыслить масштабно и смело мечтать. Несмотря на множество препятствий в прошлом, у вас есть свобода начать все сначала. Полностью согласен, благодаря вашей вере и целеустремленности на этот раз вас ждет потрясающий успех, который вас удивит. Так что приходите ко мне сегодня. Я жду здесь со всей своей любовью, чтобы услышать ваши молитвы и открыть для вас двери рая. Расчистите свой путь, чтобы все работало на вас. Я открываю двери чудесным благословением, но выслушайте меня до конца. Я рассказал тебе о сомнении в твоем сердце, ваш труд не напрасен. Награда за вашу веру и усилия уже близко. Я знаю все, через что тебе пришлось пройти, и понимаю твое сердце. Вы не хотите никакой награды, денег, известности или славы. Ваша борьба реальна, вы поддерживаете свою семью, управляете своими долгами и заботитесь о своих близких. Как фермеру, который ждет сезона дождей, солнечного света и перемены погоды, вам также необходимо набраться терпения. Терпение помогает укрепить ваши планы и цели. Произойдет много хорошего, ждите их со спокойным умом, потому что они придут, когда придет время. Эти прекрасные вещи не произойдут без вашего ведома. Вы должны быть готовы принять успех. В начале этого поста я сказал, что люблю тебя. Есть одна истина, известная с самого начала. Некоторые люди пытаются это понять, а некоторые игнорируют. Чтобы принять эту истину, вы должны уважать всемогущего, святого и живого Бога. У меня есть очень важная вещь. Я тебя очень люблю и очень забочусь о тебе. Соглашаться. Начни свой день с того, что проведешь время со мной утром.
Поклонитесь, услышьте мой голос и наполните свое сердце радостью. Перестаньте жаловаться и погрузитесь в мудрость моего учения. Прочтите мои слова и примите их близко к сердцу. Люби и уважай себя, как я люблю тебя. Покажите своей семье и другим людям доброту и терпение, которые я проявил. Начните прямо сейчас, и вскоре вы увидите чудо, которого так долго ждали. Эти слова принадлежат вам, людям, которые приходят поговорить со мной каждое утро, которые находят время, чтобы с верой закрыть глаза и просить у меня ответов. Не унывайте и не унывайте. Вы проявляете ценную, красивую и сильную веру каждый день. Поэтому я наполняю твое сердце любовью, залечиваю все старые раны и уверяю тебя, что в моей любви ты всегда в безопасности. Ложитесь спать счастливым и просыпайтесь каждый день с позитивной уверенностью в том, что сегодня лучше, чем сегодня. Почувствуй мою руку, почувствуй мои руки на себе, благослови мои мысли и направь свои шаги. Обещаю благословить вас замечательными подарками и замечательными сюрпризами. Но, пожалуйста, оставайся сильным и не уставай видеть меня каждый день. Не всегда нужно говорить «закрой глаза и почувствуй любовь», исходящую от моих слов. Наслаждайтесь этим ресурсом, позвольте сильным эмоциям наполнить ваше сердце. Желаю вам удачи и успехов. Тяжелые времена закончатся, и для вас, и вашей семьи начнется новая эра процветания. Иногда вы можете чувствовать себя маленьким или крошечным, когда видите, как другие подбирают вам одежду. Но помните самое большое благословение, которое у вас есть: вы действительно знаете меня. Отдай мне свое сердце, понимание духовного мира так, как не понимают многие люди. Я всегда здесь, чтобы поговорить с вами в любое время суток, и вы меня слушаете. Я открываю для тебя двери, закрытые для других. Я всегда укажу тебе лучший путь. Вы не завидуете тому, что есть у других, не идите по пути, ведущему к разрушению. Идите гордо, вам не нужно доказывать, что в моих глазах ничего нет. Вы очень хорошо знаете мою точку зрения. Моя дверь всегда открыта, и добро пожаловать. Это ваш дом, где вас будут терпеливо выслушивать. Вы нигде не найдете такой настоящей и красивой любви, как моя. Я свет истины. Я здесь, чтобы удалить всю тьму из вашей жизни, дома и семьи. Призовите меня каждый день, примите мою любовь и мою волю и смиренно примите мои слова. Подумайте хорошенько о моем образовании, оставьте их в своем сердце. Храните их и не забывайте. Держите Библию возле кровати. Просыпайтесь с волнением, чтобы услышать мой голос каждое утро. Прочтите слово, которое я дал вам сегодня, с намерением учиться, а они призывают вас никогда больше не чувствовать уныния. Если мои слова все еще не ясны для тебя, приди и узнай меня лучше. Подойди ко мне скорее, я хочу показать тебе, как сильно я тебя люблю. Проведите свой день в хорошем настроении, без стресса и разочарования, справляясь со своими эмоциями или просыпаясь в страхе. Я хочу укрепить наши отношения, чтобы ты мог положиться на меня в любой ситуации. Не волнуйся сейчас, решите послать все свои заботы мне. Я могу спасти тебя. Держите глаза открытыми и с нетерпением ждите следующих месяцев. Поверьте мне. Я дарю вам смелость, мир и уверенность. Я хочу бояться, что ты исчезнешь из дома.
финансовые проблемы не являются причиной беспокойства или депрессии. Говорите слова поддержки вместо споров и избегайте недоразумений. Я твой проводник, твой путь, твоя истина, твоя жизнь. Я надеюсь, что вы и ваша семья проведете остаток этого года под моей божественной защитой. Ваш дом не проклят. Пусть сила благодати очистит вас от всех прошлых грехов. На вас не действует тьма, магия или проклятие. Перестаньте верить в ложные проклятия. Отдай мне свое сердце, вы и ваша семья в безопасности. Начните это путешествие с энтузиазмом и уверенностью, потому что мир на вашей стороне. Столкновение с трудностями – это часть удовольствия от жизни, но доверяйте своей врожденной способности преодолевать их и добиваться успеха. Думайте и идите дальше, но не забывайте, что есть люди, которым вы действительно не безразличны. Эти люди всегда готовы безоговорочно поддержать вас на каждом этапе вашего пути. Вы покоряете сердце своей добротой, любовью и энергией. Когда вы будете готовы поделиться своими успехами и достижениями, знайте, что эти люди будут рады отпраздновать их вместе с вами. Они признают и ценят ваши усилия, зная, что весь ваш успех заработан. Будьте благодарны за эту поддержку, поскольку она показывает ваше доверие и интерес. Также помните, что Вселенная также на вашей стороне, направляя и воодушевляя вас на каждом этапе пути. Ваше путешествие является свидетельством силы и стойкости, и пусть вы всегда будете окружены любовью и поддержкой. Давайте объединим наше сердце в молитве в это особенное время. Господь, в присутствии света и вдохновения Твоего Господа, мы пробуждаемся к нашим истинным мыслям и чувствам. Мы хотим помочь Вам реализовать весь потенциал нашего уникального путешествия и той страсти, которую мы разделяем с другими. Мы находим в себе силы и смелость поверить, что наш путь полон целей и возможностей. Давайте верить в себя так, как в нас верят другие, и давайте смело и решительно идти к ожидающему нас величию. Пусть эта молитва станет свечой надежды и ободрения не только для нас, но и для всех, кто ищет ясный и осмысленный путь. Итак, в это время размышлений и связи с нашим внутренним «я» важно помнить, что позитив – лучший способ раскрыть наш величайший потенциал. Соединяясь со своими истинными намерениями и увлечениями, мы позволяем себе раскрыться уникальным образом, внося свой вклад в мир, полный истины и смысла. Уверенность в нашем пути побуждает нас учиться и расти, создавая личную историю, полную успеха и истинного удовлетворения. Когда мы начинаем этот путь самопознания, важно понимать важность защиты наших отношений с другими. Помощь друг другу и совместное празднование успеха придают смысл нашей жизни. Нахождение баланса между личностным ростом и развитием отношений дает вам силы решать проблемы с решимостью и благодарностью. На нашем пути важно наводить мосты единства и взаимопонимания. Это время паузы и размышлений предлагает нам не только изучить то, что, как нам кажется, мы знаем, но и двигаться вперед с улыбкой и смелостью. Любое другое испытание – это возможность стать сильнее. С каждым шагом мы становимся не только творцами своей судьбы, но и источником вдохновения для всех вокруг. Мы повсюду распространяем волны надежды и оптимизма. Я хочу поделиться с вами чем-то особенным. Слова, которые я сказал вам, были призваны напомнить вам, что вы всегда окружены любовью и защитой Вселенной. Так мы остаемся на связи и делимся хорошими новостями.
Пусть Бог и весь мир всегда ведут нас к безопасности, вере и миру. Мы получили это благословение через молитву и разум. Аминь. Спасибо, что пришли сюда. У ваших ангелов-хранителей есть что-то особенное и личное, что они хотят вам сказать. Они видят, что в последнее время вы уделяете немного времени себе, и думают, что это может стать началом чего-то большего. Вы молчите, держитесь в стороне от других, не хвастаетесь тем, что сделали или достигли, а сосредоточиваетесь на своих целях. Ваше молчание вызывает интерес и заставляет людей задуматься, что вы задумали. Ваша тайна привлекла многих людей. Все будут знать о ваших прошлых достижениях и знать, что вы достигли чего-то потрясающего. Не волнуйтесь, это тихое время не означает, что вы одиноки. Ваши ангелы с вами, наблюдают за вашими шагами и направляют вас. Они знают, что это тихое время предназначено для подготовки к следующей части вашего путешествия. Воспользуйтесь мудростью ангелов и поверьте, что ваш путь соответствует великому плану. Не забывайте, что ваше молчание может вызвать интерес и страсть у окружающих. Слушайте свое сердце и позвольте ангелам вести вас в этом захватывающем приключении. Вы будете признаны за ваши удивительные возможности и достижения. Окружающие вас люди знают, что вы обладаете особыми способностями, которые позволяют вам добиваться удивительных вещей. Даже если вы слышите комментарии о себе, не беспокойтесь об этом преимуществе. Ваша страсть и желание жить полной жизнью – замечательные качества, которые отличают вас от других. Вы снова и снова доказываете, что достойны внимания, и всегда стремитесь раздвинуть границы и стать лучшей версией себя. Ощущение того, что вы бросаете себе вызов новым опытом, необходимо для полноценной и значимой жизни. Столкнувшись с неожиданностями, вы принимаете вызов и извлекаете максимум пользы из каждого момента. Эта способность редка и делает вас уникальным. Именно это сходство привлекает людей и заставляет их понять, что скрывается за несуществующей жизнью. Это время тишины – это не время слабости, а время роста и размышлений. Вы собираетесь сделать самый важный шаг на своем пути. Людям нравится знать, чем вы занимаетесь, потому что они знают ваш удивительный талант и знают, что грядет что-то потрясающее. Ваше молчание – это не забвение, а новое начало и чудесное достижение. Продолжайте свое путешествие, зная, что ваш ангел-хранитель всегда с вами, направляя вас на каждом этапе этого захватывающего путешествия. Ваши таланты уникальны, и ваш ангел-хранитель ясно это видит. Они непоколебимо верят в вас и в чудеса, которых вы можете достичь, которые превосходят мечты большинства людей. В христианстве место Бога определяется как начало и конец, источник всей силы и всей любви. Он создатель этой вселенной, сотворивший каждую звезду на небе и каждое существо на земле по воле Бога. С незапамятных времен Его присутствие было постоянным не только в величии творения, но и в сокровенности человеческого сердца. Бог не только могущественный, но и любящий Отец, который с вечной любовью направляет своих детей на протяжении всей их жизни. В истории христианства именно Он слышит большинство наших молитв и отвечает на них с мудростью и терпением. Через молчаливую молитву чувствуется Его присутствие, и те, кто ищет утешения, обретают покой. В каждом акте веры и каждом жесте Его любовь сияет и приглашает нас проявить эту любовь в нашей жизни. В учении Иисуса Христа Бог раскрывает себя как божественное лицо человечества,
проявляя милость к слабым и противопоставляя злу справедливость и истину. Его жизнь и слова учат нас жить смиренно и щедро служить другим. Своей крестной жертвой Он показывает нам путь к спасению и примирению с Богом, предлагает прощение и надежду всем, кто ищет Его милости. Христианство не только верит в существование Бога, но и живет по Его учению и следует Его примеру любви и милосердия. В сообществе верующих мы находим силу и поддержку друг в друге, празднуем наши общие успехи и ободряем друг друга в наших испытаниях. Церковь — это место, где сердца собираются вместе для поклонения и служения, демонстрируя единство во Христе, преодолевающее все различия. Бог присутствует в повседневной жизни христиан, в каждом решении, принятом с верой, и в каждом слове, сказанном с любовью. В семье, на работе и в обществе мы стремимся прославлять Бога действиями, отражающими Его доброту и истину. Молитва становится постоянным разговором с Создателем, выражением благодарности за Его дары и поиском Его руководства во времена неопределенности. История христианства полна свидетельств людей, жизнь которых была преобразована силой Божией. От мучеников, пожертвовавших всем ради своей веры, до святых, пожертвовавших своей жизнью ради служения другим, каждая история свидетельствует об этом. И изменить воздействие благодати Божией. Через веру христиане обретают силы противостоять вызовам и надеяться преодолеть трудности, зная, что они защищены и защищены Богом. Посредством медитации и созерцания верующие стремятся к духовному обновлению и пониманию, чтобы понять волю Бога для своей жизни. Чтение священных писаний становится источником божественного знания, открывающим путь к полноценной и осмысленной жизни. Совершая такие таинства, как Евхаристия и крещение, христиане ощущают настоящее присутствие Бога и Его спасительную благодать. Христианство — это, в конечном счете, путь духовных открытий и личностного роста, направляемый Божьей любовью и благодатью. Каждый шаг на этом пути — это возможность укрепить наши отношения с Творцом и поделиться Его любовью с окружающим миром. В каждом сердце, открытом верой, Бог открывается как любящий и милосердный Бог, предлагающий надежду и спасение тем, кто ищет Его лица. Помните, что вы являетесь источником вдохновения и уверенности для многих окружающих вас людей. Также важно верить в свои способности. Держите свои планы и цели при себе, защищайте их от внешнего влияния. Это дает вам свободу двигаться вперед без вмешательства со стороны мнения других. Будьте в безопасности от суждений и мнений окружающих, смело, не колеблясь, делайте твердые шаги навстречу своим большим мечтам. Не забывайте, что ваша душа ваша и только ваша. Хотя важно прислушиваться к советам и получать помощь, лучший совет должен исходить изнутри. Не стесняйтесь сосредоточиться на своих собственных потребностях и желаниях. Иногда вам нужно уйти от шума мира и любопытных глаз других, чтобы соединиться с самим собой. Вы человек, который посвящает себя другим, разделяя любовь и заботу. Но важно позволить себе позаботиться о себе и заняться тем, что делает вас счастливым. Воспринимайте это не как эгоизм, а как акт себелюбия. Важно расставить приоритеты, чтобы по-настоящему двигаться вперед по своему пути и убедиться, что ваши решения отражают то, что вы чувствуете в своем сердце. Сделайте это привычкой. Слушайте свой внутренний голос, следуйте своим потребностям и желаниям и двигайтесь по жизни через свой свет. Бог велик, потому что Он действует особым образом и без осуждения,
иногда не проявляя сентиментальности по отношению к нам, людям. Этот момент паузы и размышления – открытая дверь к более глубокой связи со Вселенной. Этот перерыв в повседневной жизни, когда вы погружаетесь в тишину и медитацию, позволяет вам узнать, что важно в вашей жизни и куда ведут вас ваши мечты и маленькое сердце. Будьте уверены в себе, потому что вы, естественно, знаете, что лучше для вас. Используйте это время, чтобы прислушаться к этому маленькому голосу в своем сердце, чтобы понять свои истинные желания и желания. Уравновешивая естественное состояние Вселенной и удовлетворяя свои самые глубокие потребности, вы находитесь на пути к личному, духовному и эмоциональному росту. Именно в этом тихом месте появляются важные ответы. Доверие людей к вам является отражением вашего успеха, но важно, чтобы и вы были уверены в себе. Помните, что самая важная информация о ваших способностях исходит от вас самих. Когда вы полностью уверены в себе, вам не нужно полагаться на доверие других людей. Это время свободы, возможность сбросить оковы ожиданий общества и жить жизнью, которая вас по-настоящему удовлетворяет. Подумайте обо всем, что вы сделали, что демонстрирует ваш потенциал для роста. Успех – это явный признак вашего успеха, в котором никто не может усомниться. Воспринимайте этот успех как вдохновение для движения вперед и всегда помните, что ваша самая большая поддержка и одобрение должны исходить от вас самих. Это вдохновляет вас прилагать больше усилий, исследовать новые идеи и жить жизнью, полной смысла и цели. Люди, хвалящие вас, это знак уважения и уверенности в своих силах. Они спокойно и с удивлением видят ваши обещания и с нетерпением ждут ваших великих достижений. Если люди доверяют вам, важно, чтобы вы тоже доверяли себе. Если у вас есть четкие цели и непоколебимая вера в свои способности, мир станет для вас устрицей. Нет предела тому, чего вы можете достичь. У вас есть стремление и потенциал для достижения отличных результатов. Вас ждет жизнь, полная любви, счастья и большого успеха. Помните, что ваше путешествие уникально, и каждый шаг к вашей мечте является символом вашей силы и решимости. Освободите в своей жизни место для всех этих ресурсов, зная, что у вас есть все силы, чтобы воплотить свои мечты в реальность. Я свет, который убирает всю тьму из вашей жизни, вашего дома и вашей семьи. Важно, чтобы ты искал меня каждый день. Это моя любовь, мое хобби. Пожалуйста, примите мои слова вежливо. Вы слушаете их сейчас. Пусть они живут в вашей душе, береги их, дорогая. Держите Библию возле кровати, ты просыпаешься каждое утро, чтобы услышать меня. Учитесь с уверенностью и желанием учиться. Слово, которое вы услышали сегодня, укрепит вас. Я дам тебе столько сил, что ты больше никогда не проснешься в отчаянии. Если вы не понимаете, о чем я говорю, вам нужно узнать меня получше. Пока мы с нетерпением ждем этого счастья, в вашей жизни есть и другие области, где вам нужно совершенствоваться и использовать то, чего вы достигли. Помните, что некоторые драгоценные вещи в жизни, если вы получаете их внезапно, не являются благословениями. Прежде чем вы примете то, что я дал вам, вы должны понять его цель и то, что вы должны сделать, чтобы увеличить благословение. Подобно тому, как тем, кто сеет семена в землю, приходится ждать подходящего времени, дождя, солнца и подходящего момента, так и будьте терпеливы, поскольку это укрепит вашу волю и решимость.
Придет великое благословение, ждите их с верой в сердце своем, ибо они явятся в назначенное время. Они не приходят без предупреждения. Так что приготовьтесь к успеху, которого вы собираетесь достичь. Моя забота – вечная жизнь, а не временная забота. Нет предела вашему счастью, ваша лояльность гарантирована. Так что, если вы меня слушаете, запомните их. Ваша душа почувствует себя обновленной, ваша энергия увеличится, и вы почувствуете энергию, которую вы даже не могли себе представить. Возможно, вы не ожидаете, что я буду говорить с вами напрямую, но я всегда буду признателен, если вы выслушаете. Я хочу, чтобы ты улыбнулся, зная, что я тебя не забыл. Воспользуйтесь тишиной, чтобы поговорить со мной. Вместо того, чтобы чувствовать себя одиноким, я ваш Бог, ваш родитель, ваш партнер. Будь благодарен, что я с тобой. Помните, что вы не одиноки. Я обогатю тебя своим духом, укреплю твое сердце, дам понимание и окружу своей любовью. Ваша победа близка. Подумайте о волнении и трудных испытаниях, с которыми вы столкнулись с тех пор, как я вошел в вашу жизнь. Сохраняйте спокойствие и сохраняйте веру даже в трудные времена, когда дела идут хорошо. Есть проблемы с молитвой, не поддавайтесь страху. Избавьтесь от страшных мыслей и двигайтесь вперед, поверьте мне. Я держу тебя близко к сердцу. Еще до твоего рождения у меня был важный план на твою жизнь. Я слежу за каждой частью, каждым моментом твоей жизни. Не позволяйте печали одолеть вас. Я здесь, чтобы наполнить ваше сердце счастьем. Сохраняйте веру, потому что вы добьетесь успеха, и план, который у меня есть для вас, превосходит ваше воображение. Поэтому, когда небо кажется серым или планы терпят неудачу, помните, что у вас есть варианты. Нет причин быть одиноким или грустить. Я исцелил тебя, и я вновь согрел радость в твоем сердце. Желаю вам и дальше преодолевать трудные испытания и проявлять мужество. Теперь ты снова со мной. Поделитесь своими мечтами, и они сбудутся. Священный колодец течет изнутри. Ваши намерения благие, и все, что вам нужно, будет вам дано. Продолжайте двигаться вперед с мужеством, силой и решимостью. Встряхните землю под ним. А у тех, кто завидовал тебе, не хватило смелости убежать. Твоя сила под моей могучей рукой. Я крещу вас потоком благословений. Ваши проблемы и печали уйдут. Если вы ищете что-то прогрессивное, это то, что вам нужно. Сегодня ты устал, поэтому приходи ко мне уставший и разочарованный. Вам нужны любящие объятия, которые обеспечат душевное спокойствие. Остановитесь на мгновение, насладитесь тишиной и послушайте легкий ветерок. Успокойте разум, превратите эмоции в хаос мыслей. Расслабься, положи в меня руку, закрой глаза, успокойся и доверься мне. Даже если вы чувствуете тревогу и депрессию, не волнуйтесь и не переживайте. Это кратковременное чувство исчезло, когда он услышал мой голос. Душа стряхивает себя и уходит, чтобы никогда не вернуться. Когда вы будете следовать моим словам, священные целебные масла активируются, чтобы исцелить каждую часть вас, тело, сердце и дух. Каждый новый день чувствуешь себя отдохнувшим, полным новых эмоций и огромной радости. Молясь, веря тому, что я говорю, и веря в мой план, вы получите больше ответственности, поскольку освободитесь от желания контролировать своих детей,
принимать за них решения, открывать для них двери или закрывать их. «Оставь меня в покое» есть черта, которую они не перейдут. Семью и дом всегда следует уважать. Если они делают что-то не так, вы не можете молчать. Я дам вам силу, мир и мудрость, которые вам нужны, когда вы столкнетесь с ними. Но не разговаривайте с ними сердито. Покажи свое лицо. То, что вы говорите и делаете, может причинить вам боль или помочь вам исцелиться. Я люблю тебя, и я здесь, чтобы позаботиться о тебе. Я твой отец, твой Бог, твой друг. Вам может быть трудно понять глубину своей любви, превосходящей ваше воображение, и истинной признательности, которую вы никогда раньше не испытывали. Не обескураживайте себя и не думайте, что ваши недостатки не означают, что вы заслуживаете этой любви. Не вините себя, это приведет только к печали. Я помогу тебе прозреть, изменить свое сердце, чтобы поверить в меня. Особенно, когда ты утомлен и обременен, приходи ко мне. Подойдите ближе, чтобы найти отдых и расслабление. Я не хочу, чтобы твои дни были наполнены грустью. Помните, что моя жертва и воскресение – это мой дар вам, чтобы вы могли жить счастливой жизнью. Сегодня я разрываю цепи, связывающие вас, веревки, которые мешают вам двигаться вперед к блаженному будущему. Победите тех, кто вас сдерживает. Люби меня и следуй за мной, как хочешь. Я очень забочусь о вашем здоровье и счастье. Но ваши враги хотят видеть ваше поражение. Будь сильным, будь смелым и смело иди в новую жизнь, которую я тебе дал. Получит ваше благословение. Доверьтесь моим словам и примите их с радостью и верой. Замечательно знать, что твой Небесный Отец наблюдает за тобой. Я горжусь тем, что поддерживаю вашу веру. Я хочу быть сильным. Те, кто смеются над вами, испугаются и пристыдятся, и посмотри, как встают завидующие тебе. Вы увидите преимущество доверия Богу, вашему любящему Небесному Отцу. Я видел, как вы проходили через трудные ситуации с врагами, настолько сильными, что они заставляли вас чувствовать себя неловко, маленьким и грустным. Но ваша вера останется верной и сильной в эти трудные времена. Превратите свою борьбу в смелость, свой страх в уверенность, свое беспокойство в радость и свою печаль в радость. Великие благословения приходят к вам. Я сохранил это послание в твоем сердце. Он никогда не будет забыт. Эти слова повторяются в вашей голове каждое утро, когда вы просыпаетесь. Вы больше не будете просыпаться грустным и подавленным. Вы больше не будете чувствовать себя застрявшим. Стальная цепь. Все плохое, что приходило в вашу жизнь, ушло. Возьмите мои слова, поверьте им, хорошо запомните их и запишите. Поместите их в свою Библию, где начинается Псалом 23. Расскажи мне каждый вечер перед сном. Закройте глаза и скажите вслух: «Иисус, я верю в Тебя, и вы почувствуете меня там. Бог, мой пастырь. Я не пропущу этого». Прочтите все гимны, я отправил вам. Следуйте моим инструкциям, и вы почувствуете силу, которую никогда раньше не чувствовали. Вы почувствуете, будто летите в небе, как орел, достигая вершин веры и ожидая новых благословений, которые я подарю вам завтра. Держите Библию возле кровати. Я разбужу тебя рано утром. Я буду шептать тебе на ухо и покажу тебе ясные слова и прекрасное видение.
Добро пожаловать в чудесный мир. Вот откуда ваше счастье. Здесь вы научитесь состраданию и смирению. Вот, я дал тебе силу преодолеть все зло, безопасно преодолеть опасности. Не бойся, вы не пострадаете. Я открываю дверь и приглашаю вас в мир чудес. Для меня нет ничего сильного. Для вас все возможно. Будьте сильными, веря в меня всем, что у вас есть. Вы проявили лояльность, и я доверяю вам больше. Я уважаю тебя. Трудные времена закончились, и начались счастливые и прибыльные времена. Ваши испытания подготовили вас к великим благословениям. Независимо от того, насколько вы устали сегодня, не волнуйтесь, потому что я здесь, чтобы укрепить ваши ноги и поднять вам настроение. Я близок к тебе. Я никогда не был там. Я всегда буду рядом, чтобы утешить тебя, окружить своей любовью, укрепить и обновить твою веру. Я дарую тебе защиту и приказываю ангелам защитить тебя от ночного ужаса. Благодаря мне вы будете наполнены энергией, чтобы противостоять сегодняшним вызовам и преодолевать их. Когда страх и тревога попытаются победить тебя, я буду тем, кто преодолеет их и помешает тебе быть счастливым. Вера – лучший ответ в трудные времена. Итак, мальчик, возьми меня за руку, ты получишь все, что захочешь. Даже невозможное становится для вас возможным. Помните, что те, кто делает добрые дела, получают большую награду. Не один раз, но всегда, утром, днем и ночью, говори со мной в молитве. Я всегда это запоминаю. Следуйте моим учениям, и я благословлю вас так же, как я уважаю тех, кто уважает меня. Иди немедленно, дитя мое, иди вперед, дочь моя, и верь, что у тебя есть семья и все, что тебе нужно, ибо я обещаю тебе много благословений. Мое присутствие наполняет твой дом. Ваша семья увидит мою силу и будет поражена чудесными вещами, которые я сделаю для вас. Я сделал это, потому что видел вашу страсть, вашу истинную преданность, вашу готовность искать меня и следовать моим указаниям, несмотря на, казалось бы, непреодолимые трудности. Но ты не перестаешь в это верить. Вы всегда уделяли мне особое место в своей жизни и доме. Вдохнови свою семью искать меня с такой же верой и решимостью. Поддержите христианское сообщество щедрым пожертвованием до $25. Ваша поддержка позволяет нам продолжать распространять послание Бога. Спасибо вам большое и храни вас Бог. Я помогу вам, если понадобится. Обещаю всегда поддерживать тебя и твою семью. Не бойся, я всегда с тобой, мой дорогой сын. Я лучший целитель всех физических и психических болезней. Я прошу вашей веры, честности, послушания, терпения, настойчивости и полной приверженности моему учению и моему присутствию во имя Иисуса. Дети, когда вы дочитаете это послание до конца, помните, что моя любовь к вам безгранична и моя поддержка безраздельна. Я всегда здесь, чтобы помочь вам на каждом этапе пути. Укрепляйте свою веру, оставайтесь на связи со мной через молитву и распространяйте мое слово с радостью и уверенностью. Прежде чем мы расстанемся, я прошу вас помочь мне поделиться этим посланием надежды и любви с другими. Подпишитесь на наш канал, поделитесь этим видео со своими друзьями и семьей и прокомментируйте, насколько вам понравились мои выступления. Ваша приверженность поможет нам охватить многих людей, которые нуждаются в моей любви и руководстве.
Если вам интересно, вы можете поддержать наше сообщество пожертвованием до $25. Ваша щедрость гарантирует, что мы сможем распространить это послание и добраться до тех, кто в нем нуждается. Спасибо за вашу доброту и поддержку. Пусть ты всегда ходишь в моем свете и чувствуешь мое присутствие в своей жизни. Помните, что я всегда с вами, забочусь о вас, защищаю и благословляю вас. Доверьтесь мне, и я приведу вас к безопасному, счастливому и процветающему будущему. Будьте здоровы! Берегите себя, храните мои слова в своем сердце. До следующего раза будьте осторожны и сохраняйте позитивный настрой. Быть посему.